совет, да? Зачем? Моему отца в детстве Так, приказ председателя Центрального исполнительного комитета Международного союза советских офицеров по личному составу номер 032 8 октября 2019 года, город Москва. Центральный совет Союза советских офицеров сердечно поздравляет всех членов Союза советских офицеров Республики Чувашия с национальным праздником 505-летием вхождения народа Чувашии в состав Российской Федерации. В наше смутное время вы остаетесь верным и единожды данным присяге нашей великой родине СССР, идеям партии коммунистов, заветам Владимира Ильича Ленина. Как бы не было тяжело, вы помните слова нашего верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Желаю вам всем крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний, всемирного счастья и благополучия. За верность воинской присяге и воинскому долгу, активную военно-патриотическую работу среди молодежи и старшего поколения, работу Союза советских офицеров Республики Чувашия, за успешную работу по сплочению воинов, ветеранов вооруженных сил, и в связи с 80-летием со дня рождения подполковнику Бусову Юрию Артемьевичу присвоить почетное звание полковник Союза советских офицеров и наградить знаком за победу, орденом Победы. Председатель Центрального совета Союза офицеров, генерал-лейтенант авиации Бенов. Далее по повестке дня. На сегодняшний день у нас по повестке дня 3 вопроса. Первый вопрос. Итоги 6 и 9 совместных пленумов Центрального исполнительного комитета и Центрального совета и Центральной комиссии Международной общественной организации Союза советских офицеров и Центрального комитета КПРФ, который прошел в Москве. Докладчик, председатель Чувашского республиканского совета Союза советских офицеров Бусов Юрий Артемьевич. Второй вопрос. Проведение государственного праздника СССР, Дня Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября 2019 года. Докладчик тоже Юрий Артемьевич. И третий вопрос прочее. От нас ушел наш активный товарищ, подполковник Шашкин Евгений Владимирович. Шашкин Юрий? А, нет, Шашкин живой. Евгений Владимирович. Подполковник космический флот. Давайте помянем стоя. Спасибо, прошу садиться. Авиация награждает командира летного отряда Нюрбинского авиапредприятия Якутского управления гражданской авиации Михайловича, Валерия Михайловича. Желает ему доброго здоровья и успехов в пенсионерской, так сказать, деятельности. Очень красиво. Теперь слава От всех гражданских летчиков большой тебе поклон и прочее такое. Валериан Михайлович успел полетать в ВВС
и успел поработать в гражданской авиации. Вот. Сейчас на заслуженном отдыхе находится. Еще раз. Спасибо. Здоровья, самое основное. Спасибо всем. Вот, возьмите. Военная авиация и гражданская Удостоверение. Вместе. Да. Жесткий. А ты какой? Я секретный. Горжусь, что мне удалось в военно-воздушных силах, в Талавском полку начинать армейскую и свою летную деятельность после военного училища. После этого, после увольнения для усиления гражданской авиации, как я сказал, специальным секретным приказом главкома ВВС Павла Степановича Кутахова был переведен в Аэрофлот, Нюрнбергское предприятие Якутского управления. И спасибо тем людям, которые меня там встретили, приняли, потому что к военным так маленько присматриваются, гражданские, у них своеобразная работа, а у армейцев другая летная деятельность. Но все отлично, все благополучно, как говорится, все хорошо, летную деятельность закончил достойно. 4 раза падал, 1 раз горел, никого не убил, и все живы нормально. Спасибо всем. У меня налет небольшой, 6700 часов только. Прошедших мероприятиях в Центральном совете Союза офицеров и ЦК КПРФ 9-й пленум ЦК. Сперва по Союзу офицеров, потом уже пленум ЦК. Значит, у нас состоялся пленум, 6-й пленум совместно пленум Центральный исполнительный комитет и Центральной контрольной комиссии Международного союза советских офицеров ЦК СКРК и включить и обсудить следующие проблемы. Такие вопросы были. Во время состава Международной общественной организации Союз советских офицеров Республики Татарстан, Сахалинская область, отделение Союза офицеров. Их не было у нас, их приняли на этом, повестка не было. Информационное сообщение председателя Центрального генерал-лейтенанта Бенова, председателя Центрального совета Татарстана Олега Петровича и Елизарова Николаевича, это Сахалинская. Второе было, значит, повестка дня. Состояние организации политической работы среди советских офицеров Московской области, о введении в состав Центрального совета Союза офицеров Российской Федерации, вновь избрано председателем региональной организации Союза советских офицеров Московской области. Информационный по этому вопросу выступал Ткаченко. Третий вопрос стоял задача Международного союза советских офицеров из резкого обострения международной обстановки, снижения уровня социальной защищенности населения наших стран и необходимости существенного оживления работы ветеранских организаций советских офицеров перед подготовкой 140-летия юбилея Сталина Иосифа Виссарионовича, 155-летия Ленина Владимира Ильича и 75-летия победы Великой Отечественной войны 41-45 год. Доклад член ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Центральной комиссии советских офицеров, Совет КПСС, СКП КПСС, председатель Центрального Министерства обороны Союза офицеров, генерал-лейтенант Пена авиации. Он выступал. Ну, там дальше еще идут вопросы. Другие вопросы я уже по ходу скажу. Значит, на 6-й пленум Центрального совета Союза было приглашено 56 человек. Прибыли 51 человек. У нас день, как он называется, независимый, как вот отмечен-то? Народного единения. Единство, да? И где же ведущий телевидение говорит, народ, говорит, меньше стал ходить. Вот один так выступил ведущий же. В Москве было единение, день единения. А Путин он понаграждал, а он специально это делает. Вот во всех мероприятиях, посмотрите, в советское время столько не награждали. А сейчас вот вместо всех мероприятий Путин награждает. Все, народ хочет скупить, чтобы за него. А вокруг себя собрал олигархов и всех этих богачей. И ничего не делают для народа. Выступают ежегодно на послание, лучше живем, а получается хуже и хуже. Почему доктора по 6-5 человек в больнице увольняются? Доктора.
Это правда, читаем, даже иногда хоть телевидение проскакивает. Потому что зарплаты получают 15-20 тысяч и по 1,5-2 смены работают. А медсестер превращаются в уборщицы. Ведь целая забастовка идет, начали врачи, потом скорой помощь стали вызывать, скоро все платное будет. Скоро будет платное. Это я вам гарантирую, потому что это ожидается. Вот мы еще, пока мы вот этого не маханали не можем, ничего не получим. Поэтому нам все это разъяснять надо другом, соседям, молодежи, все надо разъяснять. И тогда только мы можем силой победить. Путин, он разведчик, сегодня день военного разведчика. Да, это знаем мы все Путин. Все знают. Теперь насчет повышения вам, пенсионерам, индексации. В 2013 году должны были индексации, принято было, а Путин запретил. Не получил прапорщик, сегодня не пришел, Соколов или как его, ходил. Давай прокуратуру подать заявление. А что подавать тоже, если закон не принят, не повышает, не повысили. Сейчас вроде с будущего года даже индексация. Опять хотят такое же положение, какое вы сейчас получаете. Не хотят повысить. Ну что творится? А после Нового года с июля квартплата повышается, хотя 2 года. В прошлом году 2 раза повышали, в этом решили в июле будет. Опять повышать. По регионам показали, сколько, там 3-5% будет повышение квартплаты. Опять подорожать. НДС. Почему у нас и есть гвардия, созданная Путиным? Это для того, чтобы против народа поднимать. Он боится, Путин. Вы думаете, он что, не дрожит? Он что, дрожит? Он же бывший коммунист, бывший КГБшник. Что, страну не мог? Он вот, какой срок? 5-й срок пошел. Еще мы считать, наверное, скоро 70 лет будет на будущий год. Но ведь хуже живем. Цены растут, да, на все. Пенсионный возраст еще на 3 года хотят. Ну ладно, многие здесь пенсионеры. Еще на 3 года хотят повысить. В Госдуме говорят, что долго живут, надо поднять. Ну что творится? Мусорный придумали, капитальный ремонт придумали, теперь ремонт, капитальный ремонт, мусорный придумали, так еще третий, еще пенсионный возраст. Ну куда сколько можно? Цены как растут. В магазин заходите, наверное, в основном жены, наверное, ходят. Но я-то хожу, потому что живу один. Сегодня зашел, цена одна, другой дольше. Даже корм для кошек по 10, по 12 было, до 14, до 20 что доходит. Ну что, как дальше идет? Хлеб подорожал, никто не почувствовал, как хлеб вот буквально месяц тому назад, где-то батоны были 18, 19, 25, 26 стали. Но куда мы идем? А мы говорим, у нас урожай завались. Вот она продажная власть, вот капиталистическая власть. И пока эту власть не сменим, я говорю, я не доживу, может быть, но молодежь должен разъяснять, и молодежь должен бороться, и партии тоже понимать. На митингах нам надо. У меня уже где-то порядка в этом году, начиная января, это где-то или 60 или 70 мероприятий. Я всегда вот выступаю, там фотографируют, они фотографируют. У меня фотографию просто взяли мы, поисковую группу 5 лет. В поисковом отряде «Пламенные сердца», Новочелсарский, химико-механический техник провели очень большое мероприятие. Может быть, кто-то по телевизору видели, телевидение было уже приглашено там выступление. Вот таких мероприятий ко мне звонят. Виталий Петрович, можете к нам прийти? Я еле-еле набираю 5 человек офицеров. Там много, там и других организаций, пограничники были, Российский союз ветеранов, ну, много. Нам же не запрещают вместе с ними выступать. И они, и наши, значит, устав требует, чтобы мы вместе организовали общественную организацию вместе. Поэтому давайте я буду звонить к вам. Кто хочет, желает, мой телефон запишите, я всегда звоню, вы мой телефон знаете, я вас всегда с собой... Всем привет! Я Олег Самана. На общем собрании Чебоксарского городского отделения Союза советских офицеров от 11 апреля 2019 года было принято решение об оказании гуманитарной материальной помощи детям Донбасса в сумме 25 тысяч рублей из средств пожертвований. Большинство членов советских офицеров пониманием отнеслись к этому решению и готовы выделить из своих личных средств пожертвования на эти цели.
В этом вопросе проявил себя с лучшей стороны наш боевой офицер, участник 3 боевых действий, майор Шайменов, который от имени нашей организации дополнительно изыскал возможность закупить теплые вещи и продукты питания на сумму 127 тысяч рублей для отправки в Донбасс. Я тогда свои деньги в пенсию перевел через карточку, потому что мы 20 тысяч, почти 22 тысячи мы оказали помощь. У меня есть документально все подтверждено. Но у него не хватило. Он на 125 тысяч там забрал гуманитарную помощь. 20 тысяч у нас просил. Ну, я советовался с вами, там на собрании решили помочь. Ну, мы помогли. Это выйти из боевых действий. Это Шайменов, Талгат Галымович. Он сегодня только приехал из Москвы, мы не успели грамоту приготовить. Ну, грамоту ему дадим. Он у нас воевал в Чечне, воевал в Таджикистане, и в Сирии, и теперь в Донбассе. Там был боевой майор. Я для начала хочу передать вам благодарность от жителей Донбасса. Я там тоже немножко поучаствовал. Потому что от Союза советских офицеров приходила реальная помощь именно людям. Она доходила, эта гуманитарка. Я сам живой этому свидетель, сам доставлял. Ну, по-разному было. Было такое, что и под обстрелами возили. Но люди Донбасса просто передают огромную благодарность. И я недавно там был уже, ну уже, слава богу, там было потише. Сейчас потише был на тот момент. И люди Донбасса просто-напросто передали вам большой привет и большую благодарность. Уважаемые товарищи, уважаемые друзья, спасибо за возможность, так сказать, выступить. Но слово только можно сказать одно. У нас 7 ноября, вы знаете прекрасно, состоится 102-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Нашей родной революции, которая в том числе и нашей родной Чувашии дала государственность и автономию. Мы с вами знаем, что в этом году, как раз мы будем в следующем году, в 2020-м, отмечать 100-летие чувашской автономии. Ну и просто хотелось бы пригласить вас 7 ноября в 15:30 на площадь Ленина на митинг. Потому что я понимаю, что, конечно, 7 ноября это теперь уже не выходной день, как раньше. Хотя сейчас уже такая инициатива ЦК КПРФ снова нам дала задание, чтобы мы начали сбор подписей, что мы активно и делаем. Вот, не 4 ноября, а 7 ноября. Ну, многие, наверное, работают, есть и такие, кто-то учится, но те, кто имеет возможность подойти и погоду, так сказать, обещают нормальную, подходите, пожалуйста, и там будем обсуждать моменты и не только, так сказать, по поводу там праздника непосредственно, но и по развитию, социально-экономическому развитию Чувашской Республики, Российской Федерации, ну и все инициативы КПРФ, в том числе и по вопросу наших общественных уважаемых организаций. Это и «Дети войны», и «Надежда России», и Союз советских офицеров. Ну вот, в общем-то, вот такая информация. Мы подавали уведомление о том, чтобы провести демонстрацию и митинг, но, как всегда, значит, демонстрацию нам отказали там, потому что, как они сказали, по пути шествия, значит, от Национальной библиотеки до площади Ленина стоят административные здания, значит, пункты общепита, там МВД, ФСБ, 50 метров, СНИПы, МИПы, всякая там вот эта хрень-мигрень, и нельзя, значит, вот, но говорят, давайте проведите только... Ну, они там ссылались, там на 3 страницах письмо, значит, ответ, ну, вот, я так образно, я так вкратце рассказал. Поэтому, уважаемые товарищи, ну, вот в 15:30, кто может, пожалуйста, подходите. Начало в 15:30, да, начало.